Сказки северных ветров. Йон и Омель. Леша с дедушкой наводили порядок в книжном шкафу. На верхней полке под самым потолком они нашли запылившийся глобус. «Ух ты, какой он старый!» Мальчик вытер с шара пыль и покрутил его. «А где мы живем?» «Вот здесь находится наша республика», — указал дедушка. «Как тут все мелко! Давай-ка, Алеша, лучше вот что посмотрим». Дедушка достал из ящика стола и развернул на полу большой, потертый местами лист плотной бумаги. Это карта республики Коми. Она со мной во многих уголках республики побывала. Мальчик стал разглядывать карту. Это река, я знаю. Тут горы, зеленый лес. Интересно, почему наша республика называется Коми? Потому что с давних времен здесь живет народ Коми. А откуда взялся народ, люди? Как получились леса, горы, реки? Об этом ты узнаешь на уроках истории и географии. А я тебе расскажу одну чудесную историю. У Коми, как и у каждого народа, есть свои мифы, легенды, сказки, пришедшие с далеких времен, когда люди еще и писать не умели. Старшие передавали их младшим, и так поколение за поколением. Вот что Коми народ рассказывает о том, откуда пошла наша земля, как появились на ней люди. Вначале повсюду простирался огромный океан без конца и края. Не было еще ни света, ни тьмы, лишь туман стелился над глубокими водами. Плавали по этому океану утка-чеш, искала место, где она может высидеть своих птенцов. Так и не нашла. Снесла она 6 яиц. 4 утонули в бездонном океане. Лишь 2 яйца смогли уберечь утка-мать под своими крыльями. Вылупились из них утята Йен и Омель. Разными оказались братья, и не походили они друг на друга. Йен с коми языка переводился как бог, а Омель – плохой, значит нечистая сила, злой дух. Йен нес в себе жизнь, свет, добро, правду, а Омель – смерть, темноту, зло, обман. Йен был символом дня, а Омель – символом ночи. В самых древних мифах коми народа говорится, что эти 2 брата и создали весь наш мир. Родившихся птенцов утка-чеш носила на спине. Когда Йен и Омель подросли и окрепли, она попросила их достать те 4 яйца, что утонули в пучине, и разбить их о ее тело. Снова сказала и взлетела ввысь, а затем камнем бросилась вниз и замертво упала на темные волны океана. Йен нырнул в бездну за яйцом. Омель же в это время взлетел над водой и закричал таким страшным голосом, что вся поверхность океана заледенела. Обрадовался Омель, думая, что Йен теперь не сможет выбраться из воды. Вдруг засверкали ослепительные молнии, которые Йен послал в ответ на коварство брата. Загремел такой силой гром, что весь лед тут же пылью рассыпался. Вынырнул Йен, разбил поднятое из пучины яйцо, и вылетело из него яркое солнце. Засияло в вышине, озарило все кругом светом, одарило теплом. А тело утки-чеш увеличилось во много раз, покрылось травами, цветами, лесами. Так появилась земля-матушка. Снова погрузился Йен в океан и достал со дна 2-е яйцо. Из него выпорхнули его помощники, светлые духи. Завистливый Омель тоже нырнул в пучину и выудил оставшиеся 2 яйца, покрытые затхлой тиной. Разбил он 1-е яйцо, кинул вверх, и тускло засветилась в небе холодная луна, а по земле потекли потоки воды, образовались реки, озера и болота. Из 2-го яйца Омель выпустил нечисть, себе подобную. Вышли братья на землю. Йен стал создавать полезных животных, а Омель вредных и хищных. После этого вылепил Йен из глины мужчину и вдохнул в него жизнь. Так появился первый человек. Омель тоже сотворил фигуру из глины, но не оживала она никак. Тогда Йен вдохнул на творение брата, и появилась на земле первая женщина. Йен стал размышлять, каких еще создать животных, чтобы облегчить человеку жизнь. Он сотворил белку, чтобы охотники добывали мех. Зловредный Омель в ответ придумал куницу, и она стала охотиться на белок и уничтожать их. Заботливый Йен сделал собаку, которая помогала бы человеку на охоте и охраняла его жилище, а еще курицу, тетерева, куропатку и рябчика, чтобы у человека была пища. А Омель создал ястреба, филина, ворону, а
также змей, лягушек, мышей, крыс и разных насекомых. Устал Йен от работы, решил немного отдохнуть. Только прилег, подлетели к нему полчища комаров, мошек, слепней и стали его кусать. А довольный Омуль издали смотрел и посмеивался. Йен выхватил головешку из костра, выгнал всех кусачих и жалящих насекомых и приказал им жить в низинах и у водоемов, подальше от людских жилищ. Они улетели, но зловредный Омуль успел припрятать в мешок немного комаров с мошками и выпустил их около человеческих жилищ. Так и летают они у нас с тех пор, людям досаждают. Когда земля заселилась животными, Йен оставил людей жить на ней, а себе выстроил небо и поднялся туда вместе со светлыми духами. Омуль позавидовал брату и создал второе небо, выше первого. Тогда Йен сделал третье небо, еще выше. Но Омуль не унимался, и появилось четвертое небо. Йен построил пятое небо, Омуль в ответ шестое. Йен сотворил седьмое небо, самое высокое, и в наказание брату разрушил все 6 нижних небес. Сгорели они от выпущенных им молний. Омуль и его свита, всякая нечисть, попадали на землю. Те, кто угодил в реку или озеро, стали водяными, кто в лес, обернулись лешими, а помощники Омуля, попавшие в человеческое жилище, превратились в домовых банников. Йен пригрозил им громом и молниями. Испугались они и теперь только ночами выбираются из своих укрытий. Не жилось Омулю спокойно. Все думал, как до 7-го неба добраться и изгнать оттуда брата. Лежали на земле камни, росли понемногу, а Омуль шепнул им, что, мол, надо быстрее и выше расти, чтобы до неба достать. Но увидел Йен, что некоторые камни слишком быстро стали увеличиваться, и сказал им: «Раз вы меры не знаете, останетесь навсегда такими, какие есть». И камни больше не растут, а на земле появились горы. Омуль остался жить на земле, и что бы ни делал Йен, он все пытался испортить. Однажды Йен создал ветер и отправил его летать, а Омуль поймал ветер, сильно раскрутил его и пустил со свистом. Стал бешеный вихрь деревья с корнями вырывать, жилища людские разрушать, землю поднимать. Разгневался Йен и посадил ветер на цепь. Так он на привязи летает, но Омуль время от времени разрывает цепь и выпускает его на волю. Тогда поднимаются страшные ураганы и бури, беды приносят. С тех самых пор идет на земле бесконечная борьба между плохим и хорошим, между добром и злом. Закончил дедушка свой рассказ. «Значит, зло было и будет всегда?» – спросил Алеша. «Да, Алеша, к сожалению, это так. Но в сказках, ты же знаешь, добро побеждает зло. А в жизни? Вот это уже зависит от каждого из нас». Дедушка похлопал внука по плечу. «И откуда ты такие сказки знаешь?» «Мне довелось много путешествовать по нашей коми-земле, по северным просторам. Много сказок нашептали мне ветра севера. Дедушка, расскажи». «Расскажу обязательно, расскажу, только каждой сказке свое время».